Сегодня божественное послание, которое приходит к вам, заключается в следующем. В вашем направлении идут благословения, которые помогут вам отпустить трудности, через которые вы прошли. Отпустите память о том, кто причинил вам боль. Забудьте также о потерях и о том, что было не в гармонии. Даже если вы столкнулись с двойным набором проблем, будьте уверены, что вас ожидает и двойная порция благосклонности. Подтвердите свое согласие, написав «да», если вы читаете эти слова прямо сейчас. Я хочу, чтобы вы знали, боль, стресс и бессонные ночи, которые вы испытываете, не определят вашу судьбу. Не опускайте голову и продолжайте молиться, потому что ваш момент уже не за горами. Та, казалось бы, невозможная ситуация, о которой вы молились, вот-вот проявится. Нажмите «Мне нравится», если вы верите, что Бог действует. В течение 3 месяцев вы ощутите полное изменение своего психического, духовного и финансового состояния. Поддерживайте связь через молитву и чтение божественного слова, работая над своим ростом. Вам предстоит сиять. Подтвердите свое стремление к этому. Вскоре ваша история станет другой, наполненной чудесами, пришедшими в вашу жизнь. Ваш успех станет источником вдохновения для многих, вселяя в них надежду на то, как вы преодолеваете трудности и выходите победителем. Помните, что ваша жизнь – это как кинофильм. Не позволяйте своему сердцу испытывать беспокойство. На вашей стороне Бог, и это действительно важно, независимо от мнения окружающих. Помните, что вы ценны. Не позволяйте трудностям, с которыми вы столкнулись, обескуражить вас. Уповайте на Господа, который укрепит и поддержит вас. Напишите 333, если вы доверяете Богу. Помните, что наш выбор – это мощный инструмент, определяющий наш путь. Каждый наш выбор закрывает одни двери и открывает другие, создавая бесконечное поле возможностей. В любой момент мы можем изменить ход своей жизни простым выбором. Все в наших руках, сердцах и умах. Бог приглашает вас полностью принять взлеты и падения человеческого опыта. Позвольте себе глубже погрузиться в жизнь, принимая и боль, и радость, и красоту, и горечь. Жизнь – это не один вдох, а ваше бесконечное существование, переживаемое как душа, которая оглядывается назад и может сказать, что прожила каждый момент в полной мере. Подтвердите эту точку зрения, написав «да». Ваш путь полон возможностей и благословений, и с верой и упорством вы найдете в себе силы преодолеть любые трудности, которые встретятся на вашем пути. Не забывайте, что каждый день приносит новые возможности для роста и преображения. Используйте каждый момент для воспитания духа и развития значимых отношений. Связь с другими людьми и с самим собой – важнейшее условие достижения состояния целостности и удовлетворенности. Продвигаясь по пути, помните, что терпение – это сильная добродетель. Хотя мы и жаждем немедленных результатов, процесс не менее важен. Каждый шаг, который вы делаете, способствует построению вашего будущего. Верьте, что даже в трудные времена вас ведут к высшей цели. Самодисциплина,
бесценный помощник в стремлении к личностному росту. Ставьте перед собой четкие цели и старательно их достигайте. Благодаря постоянным усилиям и самоотдаче вы достигнете новых высот и реализуете свои самые сокровенные устремления. На пути к самореализации также позвольте себе прощение как по отношению к другим, так и по отношению к себе. Освободившись от груза прошлого, вы сможете двигаться вперед с легкостью и свободой. Помните, что каждый день – это возможность начать жизнь заново и принять позитивный подход к жизни. Вступая на путь духовного и личностного роста, не закрывайте глаза на уроки, которые приходят к вам. Каждое испытание, каждая радость, каждая встреча – все это может вас чему-то научить. Воспитывайте в себе смирение и непредвзятость, чтобы впитывать эти уроки и применять их в своей дальнейшей эволюции. Благодарность – это мощная практика, которая может обогатить вашу жизнь невообразимыми способами. Будьте благодарны за каждый опыт, будь то большой или маленький, поскольку каждый из них способствует вашему развитию. Благодарность соединяет вас с позитивным потоком жизни и помогает сохранять оптимистичный взгляд на вещи. Одним словом, путь, на который вы вступаете, это возможность расти, учиться и развиваться во всех аспектах. Занимаясь собственным развитием, вы прокладываете путь расширения возможностей и открытий. Примите каждый момент, доверьтесь своему процессу и продолжайте смело двигаться к наиболее полной и аутентичной версии себя. Подтвердите эту точку зрения, написав «да». Ваш путь полон возможностей и благословений, которые ждут вас, и с верой и упорством вы найдете в себе силы преодолеть любые трудности, которые встретятся на вашем пути. Бог направляет вас в более высокую вибрацию, настроенную на безусловную любовь и неограниченное предложение. В духовном плане вы достигаете более высоких уровней. Боль и поражение прошлого больше не имеют места в вашем сердце. Этот процесс может занять несколько жизней, но вы наконец-то достигаете этого уровня осознания. Живите с любовью в сердце и делитесь ею с другими. Ангелы сообщают вам, что вы, возможно, заметили изменения в своей жизни, закрывающие некоторые главы, но открывающие для вас новые двери. Вы оставляете старую версию себя позади. В это время в вашей жизни происходят позитивные изменения. Сегодня Божественный голос передает вам следующее послание: «Я обладаю бесчисленными благословениями, предназначенными для вас, и возможности того, чего вы можете достичь, безграничны. Двигайтесь вперед с решимостью, сохраняйте позитивный настрой и непоколебимую веру в предстоящее путешествие. Вы способны достичь величия, и я здесь для того, чтобы направить вас к полной реализации вашего потенциала. Бог предлагает вам подумать о возможности жить без привязанностей, чтобы вы могли творить и строить свое существование в соответствии со своими мечтами и желаниями. Привязанности прошлого больше не ограничивают вас, и вы становитесь на путь духовного роста, который приведет вас к открытию мира безграничных возможностей. Энергия, исходящая из вашего существа, вибрирует в гармонии с изобилием и безусловной любовью. Отойдя от теней прошлого, вы принимаете свет настоящего и проецируете себя в будущее,
полное перспектив и возможностей. Ангелы окружают вас, направляя с любовью и заботой на каждом шагу вашего пути. Вы находитесь в процессе глубокой трансформации, когда старые раны заживают и перед вами открываются новые двери. Держите свое сердце открытым, а разум восприимчивым к знакам Вселенной. Каждый день – это благословение, а каждый опыт – это урок на вашем пути к целостности. Вера в себя и в божественный замысел – ваша величайшая сила. Уверенно двигайтесь вперед, зная, что вам суждено достичь великих свершений и воплотить в жизнь свои самые сокровенные мечты. В это время вы настроены на изобилие и процветание. Перед вами открываются двери, о которых вы даже не подозревали. Вселенная предлагает вам свою безусловную поддержку, чтобы вы могли создать ту жизнь, которую желаете. Свобода от привязанностей позволит вам стать архитектором своей судьбы. Представьте и визуализируйте желаемую жизнь, и Вселенная создаст заговор в вашу пользу. Вы – безграничное существо, способное достичь всего, к чему вы стремитесь. Поэтому продолжайте двигаться вперед, сохраняя сердце полным любви и благодарности. Делитесь этим светом с другими, ведь ваша позитивная энергия способна вдохновлять и поднимать настроение окружающим. Путь к полной реализации своего потенциала увлекателен и полон безграничных возможностей. Верьте в себя и в божественное руководство, которое сопровождает вас на этом удивительном духовном пути. Действуйте в соответствии с божественным вдохновением, не ограничивая себя известными представлениями об успехе или достижениях. Вам не нужно жить в истории, уходящей корнями в прошлое. Путь к необыкновенной жизни – это стать чистым холстом и позволить своим мечтам и желаниям обрести желаемую форму. Я принимаю свою собственную силу, с уверенностью заявляю я. Вселенная сообщает вам, что вы должны принять благословение жить в настоящем моменте. Жизнь разворачивается здесь и сейчас. Помните, что ваше счастье находится в вашей власти, и, отдавая ему приоритет, вы привлечете в свою жизнь больше радости. Напишите 888, если вы готовы. Бог открывает, что ваш духовный рост постоянно развивается, независимо от того, осознаете ли вы это. Это неизбежный процесс, пока вы доверяете рукам Творца, хранящего свет. Подобно лотосу, ваша душа всегда стремится к свету, чтобы исполнить свое плотское предназначение. Однако в этом процессе есть и темные периоды покоя. Это естественный цикл, согласованный с потоком Вселенной. Если вам необходимо это подтверждение, напишите 1010. В этот день ангелы объявляют, что вы вступаете в период огромного расширения и празднования. Этот момент представляет собой время, когда жизнь наконец-то отплатит вам. Вы не напрасно ждали. Вы понимаете, как потоки жизни преображают вас. Эти перемены не случайность, а результат вашего упорства, усилий и преданности своим мечтам и целям. Вскоре произойдет нечто неожиданное, что застанет вас врасплох, и лучше всего, если это будет положительный сюрприз. Ваши молитвы были услышаны. Каждая новая секунда,
– это возможность задуматься о том, что вы любите в жизни, и расти через перемены. Пришло время отпустить старые ограничения и убеждения. Пробуждение Божественного внутри вас вскоре удивит вас удивительной возможностью, которая изменит вашу жизнь. Вы достойны величия и заслуживаете всех чудес, которые может предложить эта жизнь. Вы имеете право на получение этих благословений. Держите свой разум открытым и продолжайте ждать. Что-то хорошее должно произойти, и это для вас. Вас ведут, поэтому сосредоточьтесь на своем видении. Ваш дух всегда знает, что для вас лучше, и побуждает вас действовать в соответствии с вашими высшими истинами. Подтвердите «да», если вы готовы это сделать. Проживайте каждый день с полнотой и открытостью к тем благам, которые несет вам жизнь. Жизнь – это драгоценный дар, которым нужно дорожить. Каждый день – это возможность учиться, расти и познавать красоту окружающего нас мира. Не позволяйте переживаниям о прошлом или тревогам о будущем мешать вам наслаждаться настоящим. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас, и находите радость в мелочах. Духовность – это постоянно развивающееся путешествие. Исследуя свою связь с Божественным, вы откроете для себя новые слои понимания и мудрости. Доверьтесь этому процессу и позвольте своей интуиции направлять вас. Вы находитесь в надежных руках, хранимых любовью и светом Творца. Воспользуйтесь мощной энергией этого месяца, чтобы преодолеть препятствия, которые вас сдерживали. Настало время преодолеть старые ограничения и принять свою подлинность. Жизнь призывает вас к полному и искреннему самовыражению. У вас есть потенциал для достижения великих свершений и глубокой трансформации. Не бойтесь мрачных моментов в своей жизни, они необходимы для отдыха и обновления. Естественный цикл взлетов и падений – это часть человеческого опыта. Научитесь принимать и принимать все аспекты себя, даже те, которые могут показаться трудными. Сохраняйте открытость ума и позитивный настрой. Жизнь преподнесет вам сюрприз в виде удивительных возможностей, которые изменят ваш путь. Вы достойны всех благ, которые приготовила для вас Вселенная. Верьте в себя и в свою способность создавать желаемую реальность. Помните, что ключ к полноценной жизни – это присутствие, принятие перемен и следование своей интуиции. Не стесняйтесь говорить «да» тем возможностям, которые открываются перед вами. Ваш дух поведет вас к светлому и радостному будущему. Живите со страстью и уверенностью в себе. Духовный огонь, который горит в вас, постоянно растет, и сила вашего духа намного больше, чем вы можете себе представить. Иногда достаточно небольшой искры, чтобы разгорелось преобразующее пламя, движимое духовной энергией, живущей глубоко внутри вас. Вас направляют к проявлению Бога, который питает вашу душу, и к материализации идеи, которая прорастает в вас. Сейчас самое время проявить свои творческие способности, соединиться со своей страстью и дать волю своему воображению. Тем самым вы откроете новую дверь к невообразимым возможностям. Если вы верите в Господа,
будьте готовы к тому, что откроется из глубины вашей души. Это будет нечто, превосходящее самые оптимистичные ожидания. Помните, что ваше внутреннее предназначение – пробуждаться и развиваться. Не позволяйте старым шаблонам, просто потому что они вам знакомы, удерживать вас. Выходите за пределы известных границ и проецируйте на свой путь особую энергию. На вашем пути есть фундаментальный выбор. Вы можете либо принять божественный план. Не позволяйте своему нынешнему положению и убеждениям ограничивать ваше видение того, где вы должны быть в жизни. Вместо того, чтобы цепляться за свои собственные планы, с благодарностью примите те планы, которые приготовил для вас Бог. Задержки в осуществлении желаний и достижении целей не должны восприниматься как отрицание. Не путайте свои текущие чувства с верой в Бога. Часто Бог готовит нас к тому месту, о котором мы просим в своих молитвах. Однако цель состоит не только в том, чтобы попасть туда, но и в том, чтобы остаться и преуспевать в этих местах. Период ожидания – это подготовка, а не наказание. Поймите, что вы развиваетесь, чтобы подтвердить свой духовный рост. Бог в своих действиях придерживается точного расписания, в то время как мы склонны проявлять нетерпение. Очень важно понимать, что если Бог дает вам что-то слишком рано, то это благословение может стать бременем, просто потому, что вы еще не полностью готовы к его получению. Процесс роста предполагает несение определенного бремени, чтобы в нужный момент в полной мере осознать значение задержки. Возможно, вам необходимо как следует подготовиться к тому, что Бог предназначил для вашей жизни. Даже если вам кажется, что вы готовы принять свое призвание, только Бог понимает всю полноту призвания, которое влечет вас. Помните, что у Бога всегда есть более великий план, чем мы можем себе представить. Молитесь сегодня о том, чтобы ваше сердце полностью отдалось этому совершенному плану, и чтобы вы желали его с интенсивностью человека, готового блистать в жизни. Если вы сейчас переживаете период боли, не нужно делать вид, что все хорошо. Не нужно делать вид, что вам не больно. Вместо этого вы можете просто довериться Богу и искать утешение в Его любви и милосердии. Он понимает ваши трудности и всегда готов оказать вам поддержку и помощь в трудную минуту. Жизнь – это постоянно развивающийся путь, и на каждом этапе есть уроки, которые нужно усвоить, и трудности, с которыми приходится сталкиваться. Не бойтесь препятствий, ведь это возможности для роста. Каждый опыт, будь то хороший или плохой, способствует вашему духовному и личностному развитию. Поэтому, когда вы чувствуете себя потерянным или обескураженным, помните, что духовный огонь, который горит внутри вас, это свет, который никогда не гаснет. Вы всегда можете обратиться к этому внутреннему огню за руководством, силой и надеждой. Со временем, веря в себя и в божественный замысел, вы достигнете таких высот, о которых даже не подозревали. Не стоит недооценивать силу своих мечтаний и стремлений. Они существуют не просто так, и, проявив настойчивость и целеустремленность, вы сможете воплотить эти мечты в реальность. Жизнь полна безграничных возможностей, и вам суждено изменить мир к лучшему уникальным и значимым способом.
Доверяйте процессу жизни, принимайте каждый опыт как возможность расти и развиваться, и никогда не переставайте искать свет в самых темных моментах. На этом пути вы обретите духовную самореализацию и личное удовлетворение, к которым так стремитесь. Даже в момент распятия Иисус не воспевал себя в саду и не произносил гипердуховных слов. В тот момент Он находился в глубокой агонии, обливаясь кровью и моля Отца об альтернативе. Не было ни песен, ни величественных заявлений, вместо этого Иисус находился в саду, посреди интенсивной и душераздирающей внутренней борьбы. Здесь не было места для высокопарных слов, когда его тело и душа были напряжены до предела. И все же в конце концов, когда крестная судьба стала неизбежной, Иисус принял крест с радостью, которая не была ни поверхностной, ни забвением боли. Эта радость не была оторвана от его страданий, а она была глубоко укоренена в нем и в его понимании человеческих страданий. Это была радость, выходящая за рамки сиюминутных страданий и связанная с более великой целью. Иисус видел за пределами нынешних страданий искупление и надежду, которые принесет человечеству его жертва. Этот процесс не направлен на то, чтобы сделать вас менее человечным, совсем наоборот. Вы не должны бояться выражать свою боль, потому что Бог работает через эту честность, чтобы сформировать в вас сильный характер. Настоящий христианин – это не тот, кто избегает боли или маскирует ее фасадом постоянного счастья, а тот, кто мужественно встречает ее, веря в то, что Бог работает посреди этой борьбы, чтобы сформировать и укрепить сердце. Парадокс подлинного христианства заключается в том, что можно быть и счастливее, и печальнее. Это счастье проистекает не из отсутствия трудностей, а из надежды, которая живет в вашем сердце. Это надежда на вечный дом, на лучшее место, которое превосходит временные трудности этой земной жизни. Мы живем в постоянном напряжении между «уже» и «еще нет», между настоящей радостью и будущей надеждой. Всегда помните, что ваши трудности и задержки оттачивают вас, готовят к тому, что вас ждет в будущем. У Бога есть сверхъестественная сила, чтобы восстановить разбитые мечты в вашей жизни, возвести красоту из пепла. Эта истина может укрепить ваш дух во времена трудностей и сомнений. Чтобы закрепить эту уверенность, напишите 1919 как напоминание о том, что Бог контролирует вашу историю, даже когда кажется, что все идет не по плану. Не торопитесь, чтобы Бог закончил свою работу в вашей жизни. Иногда мы хотим, чтобы все происходило мгновенно, чтобы ответы приходили сразу же, но у Бога свои сроки и пути. Его планы совершенны и никогда не нарушаются. У Него есть уникальный план, разработанный специально для вас, который разворачивается на протяжении всей вашей жизни, раскрываясь шаг за шагом. Стремитесь к этому плану с решимостью и поддерживайте в себе пламя веры. Настойчиво продвигайтесь в духовном поиске и проявляйте свою любовь к Богу в каждом своем вздохе. Говоря «Я люблю Тебя, Господи», вы признаете свою зависимость от Него и укрепляете свою связь с Божественным. Стремитесь к Божьему предназначению всеми силами. Не жалейте сил в поисках истины и реализации Его замысла в вашей жизни.
Помните, что ничто в этом мире не может сравниться с наградой в виде близких отношений с Богом и исполнения Его замысла в вашей жизни. Стремление к этой божественной связи и реализация Его замысла в нашем существовании являются основой для обретения истинной радости и смысла даже среди испытаний и невзгод, с которыми мы неизбежно сталкиваемся на этом пути, называемом жизнью. Агара, давайте повторим вместе. Я благодарю Тебя, Господи, за этот новый день, полный надежд и возможностей. Я благодарю Тебя за то, что Ты неизменно сопровождаешь меня во всех моментах моей жизни, независимо от их форм и оттенков. Твой мир, божественный и безмятежный, поддерживает меня, когда я чувствую себя подавленным тяготами жизни. Твое утешение, нежное и сострадательное, обволакивает меня в болезненные минуты, давая утешение посреди скорби. Твоя сила, непоколебимая и могучая, проявляется в моей слабости, давая мне силы, когда я чувствую себя хрупким. Твоя радость, чистая и лучезарная, освещает самые мрачные моменты моего существования. Я молюсь, Господи, чтобы Ты был рядом со мной во время сна, чтобы Ты наблюдал за мной в глубинах моих снов, чтобы Ты обновил мой разум, чтобы я мог принять вызовы, которые принесет новый день, чтобы Ты освежил мою душу спокойствием Твоего присутствия и укрепил мое сердце, чтобы я смело использовал возможности, которые меня ожидают. Ты, мой Бог, маяк моей жизни, и я люблю Тебя с преданностью, превосходящей всякие слова. И если вы чувствуете в своем сердце глубокую связь с Богом, скажите «Аминь», чтобы подтвердить эти священные отношения. Ваша сущность, ваша индивидуальность, все, чем вы являетесь, берет свое начало в этих отношениях с Божественным. Установление подлинных отношений с Богом – это увлекательное, но часто несовершенное путешествие. На этом пути у вас не всегда будут ответы на все вопросы, и вы не всегда будете действовать идеально, но решение установить связь с Божественным – это первый шаг на пути веры и духовного роста. Если вы верите в Господа и доверяете Его плану для вашей жизни, напишите 333 как символ вашей приверженности этой вере. Помните, что когда Бог говорит, Он держит свое слово, независимо от совершенных вами ошибок или текущих обстоятельств, которые могут бросить вам вызов. И если Бог что-то провозгласил в отношении вас, то это что-то находится в процессе исполнения, и его исполнение будет удивительным. Он желает, чтобы вы с надеждой смотрели в будущее, чтобы беспокойство о грядущем не заслоняло благодарности за то, что вы имеете в настоящем. На этом духовном пути очень важно помнить, что Бог не лжец. Его обещания верны, а Его любовь непоколебима. Остановите беспокойство, которое может тяготить ваше сердце, и всегда концентрируйтесь на Боге, Его любви и Его планах для вас. Наслаждайтесь каждым днем, который Он подарил вам как божественный дар, зная, что в каждом переживании, даже в моменты боли, трудных вопросов и непонимания, Бог все равно добр. Хотя ответы могут казаться далекими или нынешние обстоятельства сложными, Божья благость не подвержена изменениям и колебаниям. Вы можете покоиться в неизменной истине, что Бог благ, даже когда жизнь становится трудной. Он больше всего на свете и держит каждый момент вашей жизни в своих любящих руках.
Верьте, что Его цель будет исполнена и Его имя будет прославлено в любых обстоятельствах. Если вы готовы продолжить это духовное путешествие, ответьте искренним «да». Кроме того, поделитесь этим видео с 5 доверенными людьми, которые также стремятся укрепить свои отношения с Богом. Таким образом, вы делитесь божественным светом и любовью с другими людьми, создавая духовную ткань, соединяющую ищущие души. Мы также приглашаем вас оставить комментарий к ролику «Иисус – Господь», чтобы выразить свою поддержку нашему каналу, на котором мы делимся вдохновением и духовными размышлениями. Быть позитивным не значит поддерживать постоянное счастье. Это значит, что даже в трудные дни, среди бурь и испытаний у вас есть уверенность в том, что лучшее еще впереди. Аминь. Пусть эта вера и уверенность сопровождают вас на каждом шагу вашего духовного пути.